Никич. Ой, как у вас настроение? Хорошее. Замечательно. Да, тут у нас зима пришла полным ходом, наконец-то, в феврале месяце, когда уже скоро весна. Ой, ну что, я, во-первых, очень рада вас видеть, и я всегда с волнением и с трепетом отношусь к таким встречам. Я даже ночью писала Нино, я говорю: Нино, что от меня нужно? Может быть, как-то подготовиться, какую-то речь написать. Но она сказала, что у нас все будет в такой дружественном диалоге. И, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с самого главного. О своих, наверное, творческих планах, которые на данный момент есть. 18 февраля в Крокус Сити Холл будет музыкальная постановка, называется «Разговор с душой за гранью», где в главных ролях Марат Башаров, Александр Головин. Это очень интересный проект. Он рассказывает о том, как человек проходит через какие-то этапы жизни, как он приходит к самому себе, от чего ему приходится отказываться, как в жизни человека есть и черное, и белое, и как правильно выбрать, наверное, свой путь, какие испытания он проходит. А мне посчастливилось исполнить песню «Молитва матери». Она такая очень трогательная. Я надеюсь, что она скоро выйдет в сеть, и все мы ее послушаем. Далее долгожданный проект, ура, наконец-то, сериал «Золотая Орда». Это исторический сериал, который выйдет на Первом канале, и я там в роли уже не певицы, а актрисы. И это очень интересный опыт, я надеюсь, что он продолжится. И это такая мечта детства. Мне кажется, все, наверное, мне так кажется, что многие мечтают сняться в кино или хотя бы прикоснуться к этому волшебному миру. И вы знаете, каждый раз, когда я сталкиваюсь с реализацией своей мечты, так скажем, да, когда я к ней приближаюсь, я понимаю, что то же самое киноискусство — это огромнейший труд, просто поразительный. Я недавно тоже рассказывала студентам, журналистам, то есть они меня спросили, с чем пришлось мне столкнуться, какие были, наверное, самые непростые моменты. Но для меня был момент одним из самых сложнейших — это свои эмоции, свои слезы показывать на камеру. Но когда рядом с тобой есть партнер, и у вас с ним сцена, когда тебе говорят, что я ненавижу тебя, тебе есть чем ответить, и посредством этого у тебя появляются эмоции, ты плачешь, а тут нет ни партнера. Все занимаются своими делами, реквизиторы переставляют какие-то там свечи, кто-то что-то поджигает, а рядом с тобой только вот эта большая камера, перед тобой это осветительные приборы, и все, и задача — плач. И насколько труден путь актера, артиста для того, чтобы все это было действительно по-настоящему. Очень многие из нас видят, что сейчас в киноиндустрии все связано с графикой, да? Мы приходим в кинотеатр и видим различные спецэффекты. И мне кажется, что у нас немножечко пошел перекос именно... То есть многие уже не задумываются о актерской игре, о том, что они хотят донести своей ролью, как меняется человек, да, которого они играют, да, посредством каких-то жизненных обстоятельств. Если, я, допустим, вижу, что очень многие фильмы, которые связаны там с спецэффектами, те же самые голливудские, то если бы не было этих спецэффектов, актерской игры в принципе таковой нету. И я убеждаюсь в том, что наши российские актеры, наша школа актерская, наверное, самая сильная, самая настоящая. У нас душа совсем другая. Мне так хочется верить. Вот, это что касается кинопроекта.
Сейчас записывается много песен. Ура, наконец-то этот момент наступил. Вот буквально вчера это было. Или когда? Сегодня какой день? Среда. Да, точно, вчера. Я уже забыла. Вчера мы записывали песни к чемпионату мира по водному бегу. Ой, господи, по футболу. Водные виды спорта прошли уже. Вот, я написал мой друг Эльмир Низамов. Дальше у нас будет еще одна песня, написанная украинскими авторами. Будет песня, написанная Эльмиром Низамовым. Наконец-то я его дожала. Он мне написал русскую песню. «Танго обманутых женщин» называется там. И будет очень много студийных работ. Я этому безмерно рада. И самое главное, что осенью этого года мы снова планируем концертный тур. Ура, ура! Ну, это такие небольшие планы. А теперь можно перейти, наверное, к диалогам, просто поболтать. Может быть, у вас есть какие-то вопросы или вы хотите чем-то поделиться. Вы замужем? Нет, я не замужем. Есть, так сказать, кто-то? Ну, я о личной жизни стараюсь не говорить, могу сказать вам, что мое сердце в любви. Все хорошо, я счастлива. А вы сказали концерт осенью. Да, концертный тур. Это в Казани концерт. Это по Татарстану и ближайшие города, которые у нас есть. Мы планируем в Самару заехать, и в Ижевск, и в Ульяновск заехать. У вас был очень прекрасный концерт, первый, единственный раз в Казани. Спасибо. Я считаю, что в Казани такие концерты такая редкость с двумя живыми оркестрами. Ну, шикарнейший концерт просто. Этот концерт будет такого же плана или все-таки он будет другой? Вот что вы планируете? Так, немножко, если завеса. Ну, на самом деле какой-то конкретики нет, но мне хотелось бы продолжить, ну, точнее, не опускать планку, да, даже для самой себя. Высокая, да. И да, мы планируем, что это будет обязательно оркестр и музыканты мои, но будет чуть-чуть другая программа, больше авторского материала. И я сейчас вплотную занялась именно классическим вокалом, и хочется сделать акцент, допустим, на первом отделении именно с оркестром, чтобы это были оперные арии и арии татарских композиторов. С Эльмиром очень хорошо, что вот эти концерты очень хорошие. Да, мне повезло, конечно. Это большая удача, когда есть композитор, который чувствует тебя как артиста, и мы очень дружим. И самое главное, что он пишет вокальную музыку. Сейчас, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что очень много исполнителей талантливых, а найти своего композитора очень сложно. Потому что у многих нету, ну почему не воспринимаются какие-то песни, да, потому что что дал проект «Голос»? Он дал, безусловно, шанс заявить о себе, показать, что вот я есть такая творческая единица, и у меня есть такой-то музыкальный материал, но каждое телешоу создает свой образ, и зачастую после него приходится очень часто показывать, кто ты на самом деле есть. Я, допустим, очень дружу с Александрой Воробьевой, и на проекте, допустим, она показала себя как певицу, которая замечательно поет и романсы, и какие-то классические произведения, да, там, советских времен. А ее натура, она такая рокерская. И, вы знаете, очень тяжело людям, которые смотрели проект на протяжении полугода, привыкнуть к ней настоящей, к тому материалу, который она делает. Она сейчас начинает писать песни. И вот этот, наверное, конфликт не то чтобы интересов, да, а того, что представляет канал, и то, кем является на самом деле артист, это ну, такой непростой путь, он такой переломный. Вот. Но ничего, мы справляемся. Спасибо. Спасибо. А вы дружите с зарубежными исполнителями? Планируете, может, совместно? О, я мечтаю. Ну, я, честно говоря, не могу сказать, у меня нету друзей и коллег, с кем бы я была так тесно знакома, как бы мне хотелось. Но я думаю, что нет ничего невозможного. Сейчас я понимаю, что, допустим,
можно спокойно записать, ну как спокойно, нужно записать какой-то свой альбом и, допустим, выставиться на Грэмми как зарубежные исполнители, как со своей культурой. Просто мы этого не знаем, почему бы нет. Тот же самый Иван Дорн, опять-таки продукт нашего телевидения, да, который пришел с одной музыкой, а на самом деле он делает фанк и джазовые какие-то моменты. То есть он тоже выставлялся, и его сейчас за рубежом хорошо воспринимают. То есть его воспринимают как музыканта. Поэтому у меня еще все впереди. Людмила, все-таки вот театр оперетты, вот эта тема, которая уже давно говорится, вот все-таки вы вот лично сами как думаете, все-таки вы добьетесь, вот это ваше поколение наиталантливейших, наикрасивейших ребят в возрасте около 30, вот вас лет человек 15, это на самом деле каждая единица, вот она настолько яркая, настолько вы божественно красивые, талантливые такие люди. Вот очень хотелось бы, вот как вы все-таки, вот надо как-то это же делать, вот на самом деле я на вас смотрю, каждый как-то отдельно, Филюс где-то там, вы где-то здесь, но вот как вас объединить все-таки, ведь это надо добиваться. Вот что вы думаете по этому поводу на сегодня? Ой, язык мой, враг мой. Но, честно говоря, я не боюсь заявлять о каких-то, ну, о своей гражданской позиции, да, недавно у меня был это гражданская, да, наша пост, посвященный как раз-таки обсуждению нашего Шаляпинского фестиваля. Конечно, хочется, чтобы для артистов был музыкальный театр. Тот музыкальный театр, который бы объединил как раз молодых, амбициозных, инициативных, которые думают не о деньгах в первую очередь, а о том, чтобы сохранить свою культуру, прославлять ее, приумножать, потому что у нас очень богатое наследие. Взять того же самого Жиганова, Сайдашева, Яхина, это же просто кладезь. И это, я назвала всего лишь 3 личности, но их огромное количество. И у нас есть прекрасные танцоры, у нас есть молодые режиссеры, у нас есть операторы, ну, у нас есть все, да, абсолютно все. Нам нужен маленький домик, где мы бы творили. И это было бы, мне кажется, очень круто. У нас огромное количество туристов посещают Казань. И музыкальный театр, мне кажется, был бы такой хорошей визитной карточкой нашей культуры, где можно было бы посмотреть и музыкальные спектакли, и на татарском языке, и послушать какую-то классическую музыку татарскую. То, что пишут наши юные композиторы, молодые. То есть та площадка, где можно было бы творить, да. И, ну, знаете, я всегда верю в лучшее, и я очень надеюсь, что звезды так сойдутся, и это все будет. Зеленая, наверное, как-то обозначила какую-то площадку, не запомнила я какой-то дом. Вот. Есть же уже обозначили место, говорят, у них есть уже даже отвели же место вот этим молодым ребятам. Ну, каждый раз уже создаете тоже, уж безусловно, конечно. Вот какой-то дом она назвала, вот я уже сейчас не помню. Я не могу подтвердить вам как-то официально площадку, но знаю о том, что этот вопрос не раз поднимался, но на данный момент пока нет никаких подвижек. Но на данный момент нет. Но я не знаю. Вы дружите с семьей нашего мэра? Вот знаете, у меня очень узкий круг друзей. Ну, вы тоже из Нижнекамска, да, но есть огромное количество людей из Нижнекамска, с которыми я не дружу. Ну, как бы же знакомы с ними, да, так сказать? Вы конкретно, не совсем понимаю ваш вопрос конкретно. Ну, семья, так сказать, нашего мэра, она как-то с вами контактирует? Нет, мы не дружим. Нет. Я знаю лично и мэра Казани, и президента нашего, и мне очень приятно, что после «Голоса» мы с Диной были удостоены звания заслуженных. Это правда огромная честь, и я не раз говорила, что это огромный аванс, и это то, что дает импульс не опускать планку и с достоинством представлять Татарстан не только на российском уровне, но и на международном. Ну, их поддержка была главной в этом проекте «Голос»? Ну,
Ну, главной поддержкой обязательно была поддержка моих родителей и огромное количество татарстанцев, которые голосовали. И не только татарстанцев, и татар по всей России. И у нас Россия не определяется одним Татарстаном. И если бы была, даже если бы каждый человек, который жил в Татарстане, проголосовал, голосующих на тот момент было много миллионов. У вас есть спонсор, который поддерживает вас? Хорошо, я вам задам встречный вопрос. Если бы у меня был бы спонсор, вы думаете, я бы годами сидела и ждала, когда мою песню возьмут на ротацию? Я бы сидела и ждала, когда же мне наскрести пару тысяч для того, чтобы снять клип, для того, чтобы снять фотосессию. Я бы, наверное, давным-давно уже была солисткой больших театров. И, наверное, просто так бы с вами здесь не общалась. Ну, значит, нет. Но я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Извините, а какое у вас хобби? Вы как девушка, у вас есть свободное время? Я люблю танцевать. Я нашла прекрасную девушку, ее зовут Катерина Суркова. Она потрясающая девушка, которая очень много лет трудится над тем, как правильно преподнести материал. И вот я наконец-то, я просто в детстве тоже любила танцевать, и у меня возник в детстве вопрос, куда меня будут водить, то ли в музыкальную школу, то ли в танцевальную. И так случилось, что мы переехали, и музыкальная оказалась школа намного ближе. Поэтому выбор пал на музыку, чему я безмерно рада. Ну а для себя вот я люблю танцевать, и у меня, мне кажется, получается. Люблю читать, но это даже не хобби, это просто потребность моей души. А вам не скучно, Эльмира, вот в Казани? Мне кажется, вы природы как бы одарены очень действительно сильными природными данными, внешними данными. Вот вы же очень востребованы в Москве, очень часто выступаете, гораздо чаще, насколько я вижу, да, в этих хороших дворцах московских. Вот именно чисто творчески вам не хочется все-таки там творить, потому что вы там востребованы на самом деле. Ну, мне вообще, в принципе, не скучно. Ну, понятно, я поняла, о чем вы говорите. Ну, так и получилось, что такая необходимость стала и в Москву выбираться, и сейчас я живу как раз-таки на 2 города. И, ну, самое главное, люди, которые есть рядом. Мне не скучно творить здесь, также не скучно творить там. И есть над чем работать. Просто здесь для каждого человека нужен свой определенный масштаб. Вот мне теперь стало чуть-чуть тесновато, и вот хочется... Ну вот мне кажется, что вот дальше. Тесновато все-таки. Ну, каждому свое. Многие говорят, что всем нужно перебираться в Москву, в большие там города. Я считаю, что нет, у каждого есть свое место. И не обязательно все там бросать и ехать в Москву и думать, что только там лучшая жизнь. Нет. Я после «Голоса» переехала в Москву спустя 3 года. И просто это все постепенно. Ты получаешь какие-то новые знакомства, контакты, какие-то предложения. И в течение жизни тебя и направляет. И просто нужно уметь пользоваться теми возможностями, не упускать их. Можно тогда такой вопрос? Участие в «Голосе» — это было вашей целью, либо это как раз-таки просто случайная возможность, которой вы воспользовались? Это не было самой целью, и я считаю, что это не случайная возможность, это подарок, мне кажется, свыше, благодаря которому, тем более это первый проект, многие говорят, что один из самых запоминающихся, и это то уникальное, что было на тот момент, и всем хотелось как, обновление крови, да, что что-то новое, ты видишь новые таланты, ты понимаешь, что Россия просто, это кладезь самородков. Но целью это не было, целью было, наверное, себя раскрыть, да, попробовать себя в каких-то экстремальных ситуациях, узнать новый материал музыкальный и, конечно же, познакомиться с потрясающими людьми, артистами. И я очень благодарна проекту, что у меня такие подруги. То есть я очень дружу с Настей Спиридоновой, с Марго Пузаян, с Диной. Мы очень часто общаемся, то есть на каких-то концертных площадках. Девочки приезжали, меня поддерживали на моем сольном концерте. Единственное, Настя не смогла, у нее был концерт в Кремле, и то она
так перенервничала, что приехала ко мне в Москву туда, и она из-за нервов похудела на 2 килограмма, что она не сможет ко мне приехать. Она даже не знала, как мне сказать. Но на то это и дружба. Я же все прекрасно понимаю. А есть ли такие, было ли у вас такое, когда вы ставили что-то своей целью, этого не добивались? Если честно, я не могу конкретно вам привести пример, но да, конечно, были какие-то желания, и этого не было, но не потому что, наверное, я чего-то не добивалась. Возможно, этого не нужно было мне. Вот я хотела узнать ваше мнение по поводу того, что не получилось, не само, как бы, да, пример. Ну да, возможно, меня Бог отвел от чего-то, возможно. То есть вы так, да, воспринимаете? Да, конечно. Но если это должно случиться, это в любом случае произойдет, наверное. Если это мне во благо. А если мне это не во благо, то пусть идет дальше. пусть оно будет не моим тогда. Очень много мы думаем, что, ложных, наверное, представлений, ложных мечт других людей. Потому что сейчас огромное количество в средствах массовой информации, то, как должен жить человек. Но это такие шаблоны, навязанные. Но они моральное, да, вот ваше как-то не опускалось настроение, можно сказать, в связи с тем, что вы чего-то не добились. Ну, конечно, я же человек. Как вы из этого выходили? Ну, я, во-первых, благодарна своим родителям, что в любой ситуации, будь то плюс или минус, они всегда меня поддерживают, дают какие-то советы, иногда просто сидят рядом и молчат. Этого достаточно бывает. И, у меня даже бывает такой момент, я, допустим, вчера сидела, там расстроилась по одному поводу, сидела, поплакала, и я посмотрела на время, думаю, ага, опять не поплакала, все, хватит. То есть, все, я опустошила себя, как бы наоборот, я избавилась, так скажем, от слез и пошла дальше. Все мы люди, все мы чувствуем, мы же не машины, и иногда бывают моменты, когда ты думаешь, сколько можно, ты стучишься в эту дверь, стучишься, а тебе все никак не открывают. Вы отходите, либо вот наоборот, как бы... Вы знаете, я считаю, что вот есть такая хорошая фраза, остановка – это тоже часть пути. Возможно, не люблю я эту фразу всему свое время, но она правда очень, очень верна. И пока тесто не настоится, пока пирог не пропечется, ты достанешь его. Хорошо, он будет сырой, то есть ты даже не кайфанешь от него. Ты получил это чуть-чуть раньше. А лучше дождаться своего, может даже чуть-чуть, отдохнуть от этого. Иногда я, допустим, задумываюсь, что у меня есть какой-то сложный вопрос, и не могу я на него найти, моментально ответа. Я как бы запускаю, пусть это будет высокопарно, в космос, и нужно побыть немножечко одной в какой-то тишине, чтобы, возможно, не думать вообще ни о чем. Можно посмотреть какой-то фильм, и через какое-то время ты там моешь посуду, хоп, и тебе ответ пришел. Ты думаешь, все, спасибо. Интуитивное знание, да, получается? Вся информация у нас на поверхности, ее, наверное, нужно только уметь считывать. Скажите, пожалуйста, какая песня ваша самая любимая? На сегодняшний день? Ой, у меня по-разному. Вот сегодня. Что у меня сегодня? Меня вдохновил новый альбом Джастина Тимберлейка, который вышел. Там, просто мне плакать хочется, насколько он классный. Я вижу, насколько эта индустрия у них вообще на другом уровне, и с каким трепетом они относятся к своему делу. И как они смело свои желания воплощают. И они задают все-таки планку мирового уровня. И мне бы тоже хотелось так. Но я избавляюсь от своих каких-то комплексов, от своих страхов. Нахожу людей, и я убеждена в том, что я тоже смогу выйти на такой уровень. И если эта мысль у меня зародилась, то значит есть сила и энергия это воплотить в жизнь. Вообще я очень люблю слушать Марию Каллас. Она меня и вдохновляет, и как-то и успокаивает. И это большой пример для меня.
Рената Скотта, Чичилия Бартоли. Это певицы, которые мирового значения. И я восхищаюсь Альбиной Шагимуратовой. Это тот человек, который благодаря своему упорству, своему таланту, несмотря ни на что, сейчас представляет не только Татарстан, но и всю Россию в лучших театрах мира. И ей тоже бывает непросто. Все. Скажите, сейчас вот в какой-нибудь рекламе вы участвуете, снимаетесь? Нет. В рекламе нет. Я участвую только в рекламе своих проектов. А вы концертную деятельность такие планируете вот так редко, такими очень... Нет. Если бы у меня был спонсор, наверное, бы это было более часто. Ну, да, я как бы очень бы хотела, чтобы все-таки это стало на такой, на рельсе, когда действительно есть материал, и когда ты без проблем можешь арендовать площадку, потому что сейчас, все стоит денежку, и хорошие музыканты, я прекрасно понимаю и уважаю их труд, и я не могу пользоваться человеческой просто добротой. Я другой человек. У меня когда был как раз первый концертный тур, ко мне в Нижнекамске подошел один мужчина и говорит: ты зачем взяла музыкантов? Это же деньги. Включила бы фонограмму, и все. Понимаете? А я не могу объяснить, что я по-другому не хочу. И это же магия, это же то, что не купишь ни за какие деньги. Это то настроение, когда ты можешь и поплакать, и потанцевать. Это, вам тогда зарабатывать никогда особо не получится, потому что... А в России зарабатывают на другом, на корпоратив. Это правда. У вас другой уровень. А часто приглашали какие-то корпоративы? Мне кажется, так, вопросы касаемо финансов вас, видимо, очень так интересуют. Я не спросил, сколько вы зарабатываете. Мы еще только начали. Слава Богу, все есть. Слава Богу. Всегда хочется еще же больше. Правильно? А в школе у вас какой любимый предмет был? В школе я любила литературу, я любила ИЗО. Я до 7 класса училась в школе с художественным уклоном. Я начала любить геометрию, потом перестала ее любить, потому что я пропустила несколько занятий и перестала ее понимать. И какое-то время мне очень нравилась алгебра. Мне даже показалось, что она очень схожа как-то. Через какое-то время я поняла, что она схожа с теорией музыки. Наверное, поэтому она мне нравилась. Благо, у меня есть брат, который всегда мне все объяснял, всегда мне помогал. И уроки я делала с ним. Сочинения писал мне он. Кавис. Ой, я очень люблю животных. Дома у нас живет кошка, ее зовут Маняша. Я помню, в детстве мне всегда хотелось притащить любого котенка, щеночка домой, накормить, напоить, чтобы они все жили у нас, чтобы у нас дом был таким домом животных. Но мама с папой говорили, много не надо. Но мне очень радостно, что они никогда не запрещали, что у нас было о ком заботиться, что у нас была ответственность за животных, которые мы приручили. Я очень люблю животных. Была бы моя воля, я бы, наверное, построила какой-нибудь небольшой дом, где за ними бы ухаживали, их бы кормили, мыли. Я бы всех приютила. Всех что? Что хотела бы? Канал в Ютубе, он есть как канал, который выставляет мои различные концерты, выступления. Но если говорить как о блогерстве, я об этом вообще не думаю. Сейчас, мне кажется, все хотят стать блогерами. Мне от этой мысли немножечко страшно, потому что все хотят быть вот тем человеком, который там на экране. И забывают, что на самом деле, что нужно тебе конкретно. Мне кажется, нужно
познавать себя, развивать себя, учиться. И тогда придет понимание, чем же тебе действительно нравится заниматься. А блогерство, ну, это хорошая штука. Интернет вообще это прекрасная площадка для того, чтобы себя заявлять. Главное, чтобы тебе было что заявить. Я могу сказать, что вести блог – это точно такая же работа, как и другая. Да. Вот она требует очень много сил, энергии, творчества, чтобы тебя смотрели. Вы не думаете, что это просто. Это не просто. Ну да, это так, да, действительно, у нас сейчас создается впечатление, что все легко. Даже чтобы это действительно было интересно, чтобы это было познавательно, не просто снять там какое-то смешное видео. Даже смешное видео. Это же надо... Смешное видео не снимешь, просто... Да, это же нужно думать, это же все сценарий, люди... Если делать что-то, то нужно делать хорошо. Но главное не бояться пробовать и изучать. Кто у вас кумир из действующих певцов или певиц? Вы знаете, я не могу сказать, что кумир, но вот я могу сказать, кто меня вдохновляет и на кого я равняюсь. Если, ну я уже говорила, что для меня большим примером является Альбина Шагимуратова. Я просто фантастическая Чичилия Бартали, которая подняла барочную музыку совершенно, ну это совершенно другое время, да, непривычное для нас звучание музыки. И она считается одной из самых востребованных певиц. И именно ее диски продаются, и они в топе. Для меня вот это, ну, если взять российскую, допустим, и зарубежную, это вот две певицы, которые меня вдохновляют. Какое у вас Любимое блюдо? Ну, вообще я очень люблю домашнюю кухню, татарскую кухню. Я люблю суп лакша. Я люблю галиш. Я могу перечислять долго. Вообще я люблю поесть. Это моя такая страсть, с которой я не борюсь, просто стараюсь знать прямо. Еще можно вопрос? Вот скоро чемпионат мира по футболу, у вас очень ответственная должность. Вот, какие ваши обязанности? Что там будете делать? Ну, в обязанности, во-первых, входит с достоинством представлять Казань. И я очень рада, что вообще мне выпала такая честь. Это все пошло с универсиады. И главное, конечно, это свой личный пример, здоровый образ жизни, это знание и своего города, во-первых, даже если, допустим, приедут какие-нибудь туристы, фанаты, что я смогу рассказать им о городе, о каких-то своих любимых спортивных площадках, о том, как проходит у нас все. И Казань, правда, ну, я считаю, что это высочайший уровень, потому что я была во многих городах-представителях, и ну, Казань готова практически на 100%. Это грамотное и правильное освещение о чемпионате. Если кто-то не знает, что такое футбол, рассказать им об этом. Проходят различные уроки того же самого футбола, как это было для чемпионата мира по водным видам спорта. Я приезжала в школу и рассказывала деткам, из каких частей состоит чемпионат. На стадионе вы будете? Если мне посчастливится, то, конечно, с Ну, вы удовольствием. уже пели. Ну, как бы уже. У вас же были случаи, когда вы выходили перед матчами, пели? Да, это были как раз-таки матчи Рубина. Но сейчас это правило, по-моему, ну, этого нету. То есть это только в начале сезона поется и в конце. А сейчас на каждом футбольном матче включают хорошую фонограмму. Но на стадионе петь это, конечно, фантастическое ощущение, когда столько людей пришли поболеть за твою команду, ну, за свои любимые команды. И, ну, это какое-то невероятное ощущение, когда все поют гимн и Российской Федерации, и Татарстана, там, Оду Рубина, я помню, пели вместе с фанатами. Это очень круто. Ну, руководство Рубин вас приглашал, да? Да. Когда был Ильсур руководителем Рубин, да? Ну, в том году ты еще был. Нет, а в том году я не пела. Если вы посмотрите, когда я раньше пела, еще пели, да, то меня приглашал Александр Громов. Но сейчас он там уже не работает, по-моему.
Вообще все заказы приходят через моего директора, все общаются с ним. Мира, у вас Да. же очень, вот, у певцов, не только у вас, да, вообще такая вот профессия, вы должны не только как бы хорошо петь, вы должны еще людям нравиться, как-то так делать, так, чтобы люди отдавали деньги, приходили на эти концертные площадки. Это же вот очень сложно, вы можете очень шикарно петь, а народ там ползала, может быть. Вот какие-то такие моменты бывают, не конкретно, вот я говорю про вас там ползала, у вас, я думаю, что никогда вот, дай бог, такого вот не будет, я так думаю. Ну вот какие-то моменты разочарования, вот вы не думаете, вот была бы какая-то офисная такая стабильная работа, вот, чтобы ни от кого не зависеть, от людей, вот, чтобы вот им нравится как-то. Мне кажется, каждый из нас зависит от рядом сидящего, от рядом стоящего. И будь то офисная работа, тем более там каждый человек зависит от другого, от руководства. Все мы от чего-то зависим. И не зря говорят, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Тут вопрос, наверное, уже в команде. Я как артист могу себя развивать, писать песни, но если, допустим, не было бы моего прекрасного директора, который бы отстаивал мои интересы, да, который бы защищал меня, который бы правильно меня как бы презентовал на каких-то различных мероприятиях, та же самая пиар-компания. Это все пришло ко мне вот недавно, и мы выстраиваем это очень кропотливо, и я очень благодарна сегодня. Пришла Инна Чернова, это человек, с которым мы очень уже давным-давно дружим, и все как раз началось с проекта «Голос». И вот эти люди, которые меня поддерживают с самого начала, и несмотря ни на что помогают вести и страницу ВКонтакте, и канал в Ютубе, мы все вместе проходим. И самое главное — команда. И я могу вам сказать, что когда мы собирались делать первый концертный тур, что было не так легко. Это тяжело, правда. Помимо того, что тебе нужно думать над концертной программой, репетировать, тебе нужно договариваться с площадками, тебе нужно грамотно рекламировать. Реклама, правда, стоит огромных денег, и ты думаешь, на что бы тебе больше потратить, на то или на это. Методом проб и ошибок мы понимаем, что вот эта реклама действует, вот эта реклама не действует. Это большой труд, но слава Богу, что все получается потихонечку. Не все сразу, но получается. Это очень сложно, конечно. А вам тяжело давалась учеба? Ну, нелегко. Были разные моменты. Были моменты, когда меня хотели и с консерватории тоже отчислить. И я по несколько раз давала экзамены. Ну, то есть там был конфликт тоже интересов. И был момент, когда я и пешком ходила в консерваторию. То есть я поставила для себя как бы такую задачу, что я не хочу зависеть от родителей. Я помню, что снимала комнату вместе со своей одноклассницей, и на тот момент мне родители давали, это был 2006-2007 год, это было 3000 рублей. То есть 1500 был съем комнаты, и все остальное как бы на продукты, на питание, там, на проезд и так далее. И мне очень хотелось помочь своим родителям. И я пошла работать аниматором, клоуном. Я с удовольствием приняла этот опыт, и очень многим не нравилось, что я и работаю, и учусь, потому что всем хотелось полнейшего подчинения, всем хотелось полнейшего поглощения, ну, как бы учебный процесс, а кушать хочется, поэтому было непросто. О чем вы мечтаете? Вот есть такое? Конечно. Да. Так вот сидите какой-то момент, и вот о чем? Что вы представляете? Ну, я мечтаю, вот я сейчас вижу картинку и говорила об этом не раз, что это небольшой домик на берегу моря, где у меня есть белый рояль, где бегают мои детишки, где мой любимый муж, и пахнет вкусными булочками. И
Возможно, на камине, возможно, на каком-то комоде стоят различные тарелочки, грейвы. Это просто, но это так важно. Ваш муж должен быть музыкантом или кем-то другим, из другой, так сказать, области? Мой муж должен меня любить, уважать, ценить и поддерживать. И неважно, в какой сфере. Если есть уважение и понимание, то там уже, это самое главное. Вопрос из соцсетей. Да. Эльмира, как вы распределяете свое время, так как у нас, у студентов, активная общественная жизнь, и порой времени не хватает. И просят чуть-чуть погромче говорить, чтобы они слышали лучше. Так, погромче говорить, хорошо. Главное, чтобы зрители здесь не подумали, что я кричу. Распределять время. Но я, допустим, пишу с вечера план, что необходимо сделать первостепенно, на завтра. Расставлять приоритеты и тоже импровизировать. День бывает по-разному. Но если, допустим, у меня бывает такое, что я даже в голове перед сном точно знаю по минутам, что я должна сделать, и это совпадает. Поэтому, наверное, написать просто элементарный список. То, чего тебе нужно сделать в первую очередь. И не откладывать. Ваша любовь к музыке, она с детства у вас, может, кто-то повлиял на это? Конечно, это все с детства, это все от бабушки с дедушкой. У меня прабабушка, она, несмотря на то, что и войну пережила, она работала, не то, что она работала и ветеринаром, и она выступала, у них был какой-то свой театр, музыкальный, там, между собойчик в деревне. У меня вообще семья, она совершенно не занимается музыкой, только моя тетя, она, благодаря которой я, в принципе, и пришла в музыкальную школу, она педагог по фортепиано, по вокалу ныне. И мне всегда любили песни, мне всегда пели, не профессионально, но так для себя, для души. Я помню, был небольшой такой радиоприемник, где пела Альфия Авзалова, где Хайдар Бегичев пел, Ильхам Шакиров. Поэтому музыка с детства. И были моменты, когда я хотела бросить музыкальную школу, потому что мне не хотелось 4 часа петь в хоре. Мне хотелось чего-то другого, погулять. Хотя, честно говоря, меня никогда не ограничивали тем, что... Короче, было и детство, было и чем заняться, и ответственность была. И, многие говорят, вот, наверное, у вас не было детства, если вы постоянно посвящали все музыкальной школе. Нет. Я даже помню, что как-то прогуляла урок, потому что я очень долго каталась с горки. Все. А сейчас, мне кажется, у детей все расписано еще хуже, чем у взрослых. И мне кажется, у них сейчас нет детства, а у нас было детство. Просто я тоже ходила в музыкальную школу, закончила, но мама мне сказала, что это должно остаться как хобби, и что, это не как профессия, и это сложно для того, чтобы как-то себя показать, и сейчас развиваться в этой области нужны связи. В первую очередь нужно ваше желание. Да. У многих людей есть связи, но насколько это долговечно? Очень много есть примеров, в которых инвестировалось огромное количество средств, но их нету. Они там, давным-давно в прошлом. Самое главное то, чего хотите вы. Если вы получаете от этого удовольствие, пусть это не будет вашей профессией, но если ваша душа радуется от того, что вы поете, почему бы нет? Если бы я слушала всех, кто мне говорил, чем мне нужно заниматься, я могу вам сказать, что у меня бы вообще, наверное, не осталось. Я была бы человеком, который метается из одной табуретки в другую. Мне, конечно, повезло, что, во-первых, мои родители никогда не ставили саму цель, что их ребенок будет на сцене и что их будет ребенок артистом. Они просто поддерживали. И огромное количество было скандалов, когда маме говорили: зачем ты это делаешь? Почему ты не покупаешь стиральную машину, а идешь покупаешь своему ребенку платье? А она это делала просто потому, что она делала. Она считала, что, возможно, сейчас это нужно. И
это результат той поддержки. Я ей очень благодарна. Я благодарна папе своему, который давал какие-то очень точные. Их было мало, но эти советы, они всегда вот здесь. И насколько он радуется, как он постоянно ждет, что сейчас будет реклама Золотой Орды, и он сидит и не уходит с экрана телевизора. Поэтому слушайте себя в первую очередь, не бойтесь, попробуйте. Ведь многие становятся великими художниками и к 60 годам, и к 70. Есть пример, когда 70-летний японец, который в 40 лет еще бомжевал, сейчас он стоит на подиумах, на великих подиумах там, в Париже, и он модель. И мне кажется, никто толком в это никто не мог поверить, это 100%. Самое главное, вы должны решить, чего вам хочется. А у вас были сомнения, да, получается, тоже, то есть вы этим занимаетесь музыкой, но, например, хотели бросить? Да, я хотела бросить. Я пришла в музыкальное училище на прослушивание, мне сказали, что у меня нет слуха. Я пришла домой и сказала: мам, я не хочу заниматься больше музыкой. Но мне же авторитетный человек сказал. Он же преподает в музыкальном училище. Значит, он знает. Получается, не знает. Вас не остановили? Ну, опять-таки люди рядом, которые мне мама сказала: ну, пока занимайся для себя, там уже жизнь сама покажет. И я поступила в нефтехимический институт, на экономический факультет. Я сдавала тестирование, только-только вводилось ЕГЭ. То есть это еще не было ЕГЭ, это было какое-то апрельское тестирование. Я сдала, я поступила. И когда я приехала на вступление после одного из конкурсов в Казань, меня спросили: куда вы будете поступать? Я сказала: ну, я поступила уже. Я говорю: а как же консерватория? Я говорю: что? Меня в училище не взяли, какое консерватория? Она говорит: попробуйте, там есть подготовительное отделение. Я попробовала, я рискнула. Эльвира, вот сейчас ходят слухи, но это, наверное, не только слухи, что при Министерстве культуры будет создан художественный совет, и все-таки наши эстрады будут проходить через сито определенного художественного совета при Энергуте. Я, кстати, впервые об этом слышу от вас. Это в новостях вот говорили. Я хотела спросить. Но я не знаю об этом. Да, не могу, к сожалению, ответить. Да, но в этом есть, конечно же, зерно правды. Это было бы здорово. Ну, в то же время... Вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите, но что есть и плюсы, и минусы этого, но опять меня будут ругать. Но в том положении, в котором мы сейчас находимся, хотелось бы все-таки все выводить на другой уровень. То есть от нас требуют, а рычагов влияния, кроме страхов, нету. А хочется творить, хочется экспериментировать. Мне кажется, вам самое сложное экспериментировать, самое сложное работать, потому что уровень людей, как бы, к сожалению, вот, вы уже возвышаетесь. Ну почему? Есть разные. Мы же тоже должны воспитывать нашего слушателя. Но это сложно. Ну, а что делать? Это очень сложно. А что делать? Вместе с собой, то есть это очень сложно. Зато знаете, как приятно, когда маленькие девочки выходят на конкурс и поют песни твои, записанные. Это... И причем нету никакого внедрения там на радиостанции, ну не берут. Те же самые татарские песни, вот только-только начали. И все равно посредством интернета люди узнают, слушают. Человек, который хочет что-то узнать, хочет себя развить, он получит то, что он хочет. Мне кажется, воспитать уникальную культуру достаточно просто, даже быстро можно. Навязывание. Навязать хорошее. Потому что, если ты помнишь, на первом голосе Чуградский сказал: да, слушает вот это, а ты поставь другой 1 раз, 2, 3, 4, 10 и будут слушать то. Конечно. Я просто на своем опыте знаю. У меня не положительный, но все равно интересный опыт был. Я попала на практике после 3-го курса на Камчатку. Я вообще по образованию геолог, была на Камчатке. И
там у моего геолога была только блатная музыка, больше ничего вообще. Вообще ничего не было, только блатняк. Причем блатняк такой конкретный, с матом там, со всеми штучками, этими тюремными и прочим. Я слушала все лето, потому что деваться некуда было. И что? Я приехала и стала слушать его. У меня была целая несколько кассет этой блатной музыки. Я слушала год-два, но потом прошло. То есть любую музыку можно навязать. Отпустил. Отпустила, да. Просто другие интересы появились. А вы знаете, у меня родители слушают как раз-таки и татарские радиостанции, и могу сказать, что динамика пошла хорошая. И что начали писать аранжировки с живыми инструментами, что люди начали другой подход, потому что они видят, они же тоже хотят равняться на лучших, и тоже хотят быть лучше, сильнее, выше, быстрее, и динамика есть, и это очень радует. Обидно, извините, перебила, обидно, вот тот же молодой человек, Радик Юльякшин, вот не голос, ведь ничего, на самом деле искусственно написана какая-то музыка дворцами, там народ ходит, вот этих людей, как вот их воспитать, что это вот не музыка, вот ну слушайте, вот примеры по Лимудину, которые вот действительно... Ну, у каждого артиста свой слушатель, и ведь в оперный театр у нас тоже не ходят все. Я считаю... Если бы ходили, больше было бы лучше мира все-таки, там немножко другой уровень. Ну, всему свое время, и для каждой музыки тоже есть своя определенная площадка. Я согласна с вами, что есть некий перегиб, что все должно быть уравновешено, но мы стремимся к этому. Сложные задачи перед вами. Наше поколение как раз-таки вот на этом вы пришли. Да, но ничего. Да, когда надо, да. Главное, есть единомышленники. Ну, это да. А вы везучий человек? Я считаю, что да. Я тоже так считаю. Я какие-то моменты смотрю. Знаете, были даже какие-то судьбоносные моменты, и что-то я видела во сне, что-то я очень сильно мечтала, и это появлялось наяву в таких картинках, которые я себе и представляла. Встречаются очень в разных местах вообще люди, там, в поезде, в самолете ты летишь и знакомишься с удивительными людьми. Просто они тебя не знают, ты их не знаешь. Посредством того, что тебе передали водичку, ты начинаешь общаться, и у тебя расширяется круг общения, друзей. Это здорово. Вот Агутин на этом проекте на «Голос» сказал, что вы мясо. Как бы Эльмира — это мясо. Ну, Это сказала Галия. Ну, кто-то, может быть, да. Вам не обидно, так сказать, что как бы вас... Ну, во-первых, сказали, что в моем голосе присутствует мясо. Это такое сравнение с сильным, с определенным мощным темпом. Сочным, скорее всего. Да, спасибо. Свежее мясо, да, такое сочное? Вот, а я надеюсь, что свежее. Пока вроде свежее. Но как это может быть обидно? Тебе говорят такой комплимент, что у тебя сильный голос, мощный. Мне кажется, это очень круто. Вот спартаковских болельщиков тоже мясо. А в каком контексте? Футбольных болельщиков. Мясо. Ну вот видите, это у как них вроде болельщик. бы, так сказать, этот был мясокомбинат на базе Спартака раньше. И вот, так сказать, осталось за ними это мясо. Ну, у каждого свое название, у каждого своя история этого названия. А какая страна вам больше всего нравится или хотелось бы, может быть, там пожить какое-то время? Вы знаете, я бы очень хотела посетить Австралию, Японию. Да вообще просто попутешествовать. Это, мне кажется, большое счастье, когда у тебя есть возможность переселиться из одной точки мира в другую. Но жить я хотела бы... Я хочу и живу здесь. Мне здесь нравится, это моя родина. И переезжать мне не хочется. А иметь возможность путешествовать, узнавать мир, да. Вы очень открытый человек. Вот, спасибо. когда общаешься, это видно. Ну и
кто-то, может быть, ну вы думаете, прежде чем что сказать, но вы всегда говорите с душой. Это сразу ощущается за просто так. Мне очень приятно, что вы это чувствуете. Для меня это правда важно. А у вас получается двое, да, вы в семье? Да, ну, у меня брат? старший брат, он старше меня на 3 года. А он чем занимается? Он кандидат технических наук. Он работает и преподавателем в университете. Здесь, в Казани? Да. Он работал сначала в нефтехимическом институте, был доцентом, потом через какое-то время переехал в Казань, но преподавательскую деятельность не оставил, это его призвание. И моя мама, она, несмотря на то, что сметчик, она тоже теперь преподаватель, и уже более 10 лет она преподает сметное дело. Моя бабушка со стороны папы, она тоже была педагогом татарского языка. И только вот я боюсь на себя пока эту ответственность брать педагогическую, хотя очень многие люди спрашивают, можно ли позаниматься вокалом. Но я не берусь, честно вам скажу, потому что я еще себя до конца не познала для того, чтобы... Я просто очень много пережила в плане голоса, что меня и портили, и были не те люди, а может быть и те, благодаря которым я сейчас есть. Но это огромная ответственность. Ты посвящаешь свой голос, свою жизнь, отдаешь в руки другому человеку, а ведь мы в процессе обучения, мы глина, мы можем и так подстроиться, и только от педагога и от своей собственной интуиции зависит, какой сосуд выльется. Поэтому это большая ответственность. Вы что читаете? На данный момент? Ну, вообще. Я начала читать «Проклятых королей» Мориса Трюона. Мне очень нравится. Моя любимая книга, мне очень понравилась трилогия, это Халид Хоссейни, «Бегущий за ветром». Ну, если вы почитаете, вы поймете, о чем я говорю. Это наша классика, мне очень нравится Пушкин, мне нравится Есенин. Также на меня произвело впечатление огромное, это Патрик Зюскинд. Поэтому книг очень много. А часто задают мужчин вопрос, а что вы делаете сегодня вечером? Или в подобном плане? Да, мне задают такие вопросы, конечно. Ну, как вы? Как я? Я прекрасна. Вы соглашаетесь или отказываетесь? Но так как у мое сердце в любви, конечно же, я отказываюсь. Мне очень приятно внимание, безусловно. И я просто очень уважаю и своего любимого человека, и человека, который как бы обращает на меня внимание, поэтому я стараюсь быть искренней. Но после этого конкурса, так сказать, внимание к вам еще больше увеличилось, да, так сказать? Я могу сказать, что внимание не уменьшилось, это точно. Да, ну, я всегда была да. во внимании, да. Хотя в детстве себя всегда считала некрасивой девочкой. Со мной мальчики всегда дружили только. И я даже, помню, плакала, приходила к маме и говорила: мама, мне ни одной валентинки не подарили. Вот. Разное бывало. А вы вчера валентинку получили? Нет. Вы знаете, я к этому празднику никак не отношусь, честно. Я считаю, что День всех влюбленных, он же не один день существует, понимаете? Сейчас у нас 14 февраля получилось какое-то 8 марта. И все ждут, что им подарят подарок. Самое главное — жить в гармонии, в любви, в внимании. Но в школе было интересно получать валентинки. Иногда было неинтересно, потому что ты их не получал. Все сидели и считали, кому сколько валентинок пришло. Какой у самый любимый праздник? Новый год. Семейный праздник. Мне всегда перед Новым годом ощущение того, что вот сейчас произойдет чудо. Я очень люблю, когда мы собираемся все вместе. То есть это праздник, который нас всех собирает, объединяет. Но вы не работаете, вы не дома? Я дома с семьей. Да. Но если есть приглашение, то, конечно, я буду работать. Да. То есть я пока не в том положении, чтобы сказать, что я не работаю в этот день. И я со своими родственниками.
Но вы себе какое-то приглашение все равно можете там отклонить, допустим, ну вот подумать, нет, это все-таки не мое место, это Конечно. Не мои люди, то есть... Конечно. Не то чтобы все же неправильное слово, то есть своя планка определенная, то есть за рамки которой все же вы... Ну, естественно, ну, то есть я не, ну, как это правильно сказать, я с уважением отношусь к каждому предложению, но понимаю, насколько важно это для меня или насколько важно это там для других людей. Я с удовольствием принимаю участие в благотворительных концертах, когда у меня есть на это и возможности, и время, я с удовольствием. А вы бы хотели поехать на Евровидение? Да, это был бы интересный опыт. Кстати, вот вы не участвуете, недавно же приехала наша Малика, тюрк, что-то такое, видите, в республике нашей. Айдар Сулейманов участвует же, Турвижн, там еще где-то он сейчас участвует. Да, вот вы не ездите по таким мероприятиям? Или это уже как по вам интересно? Нет, почему? Конкурсов огромное количество. Вы не успеваете? Нет, ну, во-первых, если честно, я о каких-то конкурсах даже и не знаю. И я просто считаю, что был уже один конкурс, он достаточно масштабный, и была хорошая заявка, поэтому мне бы хотелось, допустим, себя попробовать в конкурсе именно академических певцов. И А вы академический вокал закончили? Да. Надеюсь. Ну, конечно. А скажите, пожалуйста, у вас есть наставник? Сейчас это очень популярно, наставничество. Это имиджмейкер, может быть, там. Ну, имиджмейкер вряд ли может быть наставник. Хотя, не знаю, если это хороший человек, почему нет. Ну, в первую очередь, мои наставники – это мои родители, это бабушка с дедушкой, которые, к сожалению, сейчас уже нету. Я им очень благодарна, и проходит какое-то время, я вспоминаю их советы, и когда-то в детстве я противилась в силу своего характера, в силу своей молодости. Потом получается, что они были правы, и я считаю, что я пришла сегодня к вам, и я очень многому у вас учусь. И я люблю учиться. Самое главное, наверное, уметь слышать, воспринимать, реагировать. Но наставник – это очень важно, конечно. Кто готовит ваши концерты? Вас готовит к концертам? Платье ваши очень нарядные, всегда какие-либо платья? У меня есть прекрасная подруга, ее зовут Ильнара. Она раньше работала, мы с ней как раз познакомились, когда я работала аниматором, она работала, танцевала восточные танцы. И все свои костюмы она всегда шила сама. И один костюм – это произведение искусства. Я горжусь, я всегда рассказываю, что костюм павлина она шила своими руками в течение 9 месяцев каждый день. Это костюм просто произведение искусства. И сейчас, естественно, она этим уже не занимается, то есть она не занимается танцами, она занимается тем, что шьет платья. И вас все концертные платья – это практически от нее все. У нее магазин здесь недалеко, да? Да. Если что, заходите. Ну, а макияж? Вот вы такая яркая, очень красивая. Сценический макияж тоже делает частенько моя подруга, ее зовут Инна Планетная, но она в Москве, а здесь девочки Марина и Аида. Да, ну сценический образ он один, повседневный, видите, он совсем другой. Ну и так, красавица. Спасибо. А правда ли, что многие наши молодые певцы, особенно в Москве, там, так сказать, на Центральном Киркоров, там, Басков, Лазарев, ну, они глупые? Вы знаете, я свечку не держала. Знаете, на заборе тоже написано, но это забор. Нет, ну согласен, что там много таких? Согласна с чем? Что, ну, слушайте, у нас такое общество, у нас люди, которые выражают себя разным образом. И да, это есть, конечно. И это не только артистическая среда, но
Ну, что сделаешь, природа такова. Нет, природа не такова, они потом же стали такими. Ни один из нас не может ничего утверждать конкретно. Это выбор каждого человека. И главное, какой является человек сам. И что он несет. Ну вот на Евровидении кто выиграл мужчин? Я не знаю. Ну, бородатая вот эта была. Точно, да, поняла. Как это? Кончита. Ну, да, смотрите, Кончита. вы воспринимаете это как... то есть Евровидение вы воспринимаете как вокальный конкурс? Ну, это лучшие конкурсы... певцы от каждой страны выступают. Почему так? нет? Это лучшая песня той страны. Но не лучший певец. Певцов может быть огромное количество, талантливейших, но песню представляет другой. Это конкурс песни. А то, как он себя преподносит, это уже законы шоу-бизнеса. Ну, как бы там в основном все такие, да? Последние годы, да? Ну, так получается. Я не знаю. Ну, Получается так, как... Киркоров кто? Он? А как я ему могу сказать? Давайте станем уходить немножко. Мне кажется, мы уже говорим не о моем творчестве, не о моем отношении к творчеству. Ну, что же ваше отношение? Как вы к ним? Ну, к ним. Ну, глупые. Ну, вот это уже хороший вопрос. Потому что вы, если... Смотрите, я хочу вам такой маленький совет, возможно, вы меня неправильно поймете, но мне бы очень хотелось, что если вы хотите задать какой-то конкретный вопрос, может быть, он будет очень щепетильным. Во-первых, нужно обязательно подумать, насколько он уместен, а во-вторых, задавать его прямо. Самые неудобные вещи, самые сложные, нужно говорить прямо. Если вы хотите спросить мое отношение к людям нетрадиционной ориентации, то я вам отвечу. А если вы мне начинаете задавать вопрос какими-то окольными путями и вводить меня в заблуждение, я вам не советую. Я вам хочу ответить открыто сейчас. Во-первых, все мы люди. И я очень люблю людей. И независимо от того, какой они выбор сделали, я буду уважать этого человека. И независимо от того, любит он женщину или мужчину, самое главное, чтобы это было только его лично. И чтобы он не навязывал это другим. Точно так же, как и я не буду навязывать свою, допустим, любовь к татарской музыке, я буду ее просто делать. Потому что я не могу по-другому. А личное дело, личная жизнь – это личное дело каждого. И я убеждена в том, что ту музыку, которую я делаю, есть люди, которые живут совершенно другой жизнью. Но они любят и уважают мое творчество. И я тоже их люблю и уважаю. А копаться в грязном белье чужом я не собираюсь. Что в школе? В конкурсах вы имеете в виду? Да, конечно. Как раз-таки вся эта история с музыкой пошла через конкурсы. Сначала там, в школе какие-то были танцевальные, песенные марафоны. Потом конкурсы городские, республиканские и так далее. Конечно, это все со школы пошло. А скажите, у вас есть персональная страница, либо сайт, где можно посмотреть, допустим, расписание ваших мероприятий на будущее и так далее? Сейчас, знаете, да, есть сайт, но самая достоверная информация, которая есть, это в официальной группе ВКонтакте и на моей страничке в Инстаграме, либо в Фейсбуке. Там вся новостная лента, что будет, что предстоит, над чем работаю и так далее. И я спокойно общаюсь практически со всеми, кому могу, отвечаю сразу же. Кому-то через 2 месяца могу ответить, пока я перебираю письма, но стараюсь отвечать, да. А еще вот такой вопрос. Вы не планируете запустить, допустим, свою линию одежды, бренд какой-нибудь там создать? Ой, нет. Пока я концентрирована только на своих песнях, на концертах. А если кто-нибудь подаст идею, так, придет с предложением, вы приняли бы так? Ой. Но если это будет какая-то совместная работа, если я буду участвовать, может быть, в каких-то деталях, почему нет? Это же творчество. Было бы интересно.
Я думаю, потихоньку будем завершать. Можно последний вопрос, например, и если у кого-то остался еще вопрос. А со скольки лет вы в конкурсе участвуете? Да, мой первый конкурс был, когда мне было 9 лет. Это был конкурс городской, песенный. Я помню, пела песню «Вернись, лесной олень, по моему хотению». И, по-моему, я была там удостоена дипломом каким-то об участии. И вот с этого момента все как-то закрутилось, завертелось. Спасибо большое. Огромное спасибо вам, что вы пришли, что вы уделили время на встречу со мной. Спасибо за вопросы. Я надеюсь, что вам все понравилось. Спасибо.